О своем деде Константине Михайлове его внук Владимир знает лишь по рассказам близких. По его словам, жена Мария Ивановна прождала мужа всю жизнь. Горькая истина в том, что в сентябре 41-го он был призван на фронт, а уже через месяц пропал в кровопролитных боях. Я уже пройдем курсы командиров. После прохождения командирских курсов он попал в подразделение командиром взвода. 17 сентября начал воевать, а уже 17 октября погиб в бою. Но семья ждала его всю жизнь, ведь пришло только извещение о том, что он пропал без вести. И вот спустя 79 лет мы узнали, что с ним случилось, и сегодня он вернулся домой. Свой последний бой Константин Михайлов встретил близ села Лычково Новгородской области. В историю Великой Отечественной этот район вошел под названием Демянский котел, который впоследствии для сил вермахта едва не стал вторым Сталинградом. С сентября 41-го Демянск и большая часть района находились в оккупации. Оттого эта земля пропитана кровью и героизмом. Символично, что поисковый отряд Лычкова обнаружил Константина Михайлова 21 июня, в канун Дня памяти и скорби. Большой удачей стало и то, что боец очень старательно вписал свои данные в бланок, ведь у солдат считалось плохой приметой заполнять смертные медальоны, якобы к верной гибели. Перевести останки солдата на родину взялся республиканский поисковый отряд «Северная звезда», который ведет тесное взаимодействие с поисковиками со всей страны. Родственников нашли достаточно быстро, потому что сейчас данных много и они достаточно доступны. Проблема возникла с тем, как поехать. Приняли решение, что поедем на машине вдвоем с еще одним человеком из нашего отряда своим ходом. Думали, что будет торжественная передача, но в пути у нас сломался генератор, нам пришлось его чинить, и в Лычково мы доехали только к часу ночи. Нас ждал руководитель отряда, он же глава сельского поселения, с сыном, и вот в такой скромной обстановке нам передали останки. Проводить своего земляка в последний путь пришли сотни жителей Нившеры, многие не скрывая слез. Ведь по всей стране тысячи семей, чьи родственники также пропали на войне, до сих пор живут надеждой в ожидании подобного события. Я хочу сказать, что со 2 декабря 2005 года поисковики Республики Коми, в том числе и я по мере возможности, участвуем в том, чтобы наши земляки, чьи имена были установлены в ходе поисковых работ, были захоронены именно на территории Республики Коми. Константин Еремеевич – это 19-й защитник Отечества, призванный из Коми СССР, который вернулся домой. То есть практически уже полвзвода солдат вернулось домой. Спустя 79 лет Константин Михайлов вернулся домой. Для родных бойца этот день все-таки счастливый, ведь они точно знают, останки нашли покой. Павел Королев, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Каркеровский район.